вы вдруг понимаете, что утратили цель в жизни, и вам срочно нужно что-то делать. Вот такой у нас сегодня расклад на 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его нашли и смотрите, даже если оно записано много лет назад. И гадать я буду вот на этой интересной 8-битной колоде Таро. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально. Я уже это говорила. Так, первая карта покажет, в каком аркане вы сейчас находитесь. А дальше уже будем смотреть, что если вы вдруг поняли, что утратили цель в жизни, то что же вам все-таки делать? Да? Вам срочно нужно что-то делать, и что вам делать? Итак, ваше текущее состояние. В каком аркане вы находитесь в момент просмотра этого видео? Итак, выбирайте свою позицию. Лучше ориентироваться по первой карте или вообще смотреть все 3 позиции, чтобы понять себя, потому что не всегда вы выбираете правильно позицию. Итак, я убираю последние 2 позиции в сторону. И наше первое сердечко. Первая карта, в каком аркане вы находитесь. Вы находитесь в башне. Башня – это очень такое тяжелое, действительно, кризисное состояние человека. Башня показывает всегда, что что-то разрушилось, рухнуло. Вы, может, кого-то потеряли, разорвали отношения, ушли с работы или очень хотите это сделать, хотите переехать, уехать. Или почувствовали себя плохо, узнали о себе что-то плохое, какой-то плохой диагноз, может быть. Такое тоже по башне бывает, что вот что-то рухнуло, вот прям рухнуло ваше представление о жизни. Вы попали в большой кризис, вам стало очень тяжело. Башня, она такая, да? Она такая. Ну, хорошо, давайте смотреть. Что же вам дальше делать с этой ситуацией? Вы вот после этой башни действительно в таком кризисе могли утратить смысл жизни. Давайте посмотрим, что поможет вам найти определенный смысл в жизни. Что поможет, сначала смотрим, да? Что поможет найти определенный смысл в жизни. И мы здесь видим рыцаря кубков. Рыцарь кубков – это карта, показывающая, что человек может сесть, подумать, да, а в чем мое призвание, что мне нравится делать. Вот эта карта, она всегда показывает путь сердца. Вот. Может быть, какой-то мужчина молодой, да, озорной, спровоцирует вас понять свой смысл, понять, куда вам дальше двигаться, покажет, может, пример, или задаст вам определенный вопрос, или просто своим появлением спровоцирует вас понять свой смысл жизни. Но также это именно вот сесть, помедитировать и выписать все на бумажку дела в жизни, которые вам нравится просто от души делать. Чем бы вы вот могли, не знаю, днями, ночами, сутками, неделями, месяцами, годами заниматься, и вам бы это не надоело. Вот выпишите такие вещи на бумажку, даже если это просто кушать еду или пиццу, там, допустим, или макароны, или конфеты кушать, смотреть телевизор, смотреть сериалы. Иногда люди на сериалах тоже очень много зарабатывают, публикуют на них обзоры, пишут про них статьи. То есть вам нужно выписать все, что нравится по душе, делать, что вы от сердца делаете. На какие жертвы вы готовы пойти, чтобы реализовать себя, как-то обрести свой смысл и вообще идти к смыслу жизни? 7 жезлов. Вот вы готовы бороться. У вас еще есть, на самом деле, вот энергия, порох в пороховницах, чтобы бороться за себя, за свою жизнь. И вы готовы еще бороться. Поэтому вы можете идти на жертвы в плане того, чтобы отстаивать себя, свое мнение, да? Бороться с обстоятельствами, с трудностями, с людьми, которые вам могут мешать. Вы еще пока, как говорится, энергетически сильны, чтобы идти к своему смыслу жизни. Какие плюсы указывают на то, что смысл жизни вы обретете? Повешенный. Да, вы сейчас, возможно, в кризисе, в подвешенном состоянии, но плюс повешенного в том, что ради больших целей мы действительно всегда чем-то жертвуем. Мы это все знаем, да. И цель, она не сможет оправдать себя, быть большой,
Ух ты, там в футбол играют, извиняюсь. Вот. Если вы ради нее ничем не пожертвуете. Повешенный также показывает, что у вас сейчас есть возможность на жизнь взглянуть совершенно иначе, чем вы смотрели на нее раньше, вот, то есть совершенно другими глазами. Да? Теперь, значит, давайте посмотрим, хотите ли вы пройти переподготовку, получить новую профессию, готовы ли к тому, чтобы серьезно поменять работу, там, призвание, деятельность. Паж жезлов, да, вы готовы учиться. Карта четко показывает, что человек здесь абсолютно любознательный. И менять профессию, если что, вот, чтобы обрести новый смысл жизни, чтобы поменять обстановку, чтобы понять свою полезность, вы готовы. Вы готовы к этому. Хорошо. Сможете ли вы постепенно перейти на новую работу, которая будет иметь смысл именно для вас, и даже если там меньше платят? Четверка пентаклей. Вот это вам сложнее. Вы не хотели бы жить ограниченно. Вы не хотели бы нуждаться в деньгах или жить только по средствам. И вам это сложно менять свою жизнь именно в ту сторону, что если там новая работа, профессия каким-то образом меньше приносит денег, чем вы сейчас получаете, то вы, наверное, к этому не совсем готовы. Вам это сложнее, но вам нужно, значит, вот если вы проходите переподготовку, да, делать все, может работать на 2 работах, но чтобы вам хватало денег на жизнь и чтобы было действительно хорошо вот с деньгами, да. Хорошо, давайте посмотрим, если вы перейдете на работу, которая вам больше нравится, изменится ли ваше отношение к жизни. Десятка мечей. Карта показывает, что дело не в этом у вас. То есть все дело у вас не в этом. Тут скорее просто ответ нет. Ваше отношение к жизни не изменится. Хоть сколько вы меняй профессию, призвание, работу, хоть сколько вы переучиваетесь. Теперь, может быть, есть проблема в отношениях, значит. То есть, если вы, там, ну не знаю, поменяете что-то в личной жизни, может, вы встретите другую любовь, или побудете в одиночестве, или еще что-то. Что-то вот вам делать, да, в личной жизни. Может, там проблема? Королева мечей. Вот королева мечей как раз-таки показывает, что человеку надо побыть одному. Что есть такие моменты в жизни, да, когда у вас случилась башня, когда вам плохо, и одиночество здесь какой-то лучший вариант на время, да, на время. Но одиночество даст вам больше обретения смысла жизни, допустим, чем смена профессии. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что в итоге произойдет в будущем. Обретете ли вы смысл жизни и все ли у вас сложится. Правосудие. Правосудие показывает то, что вы добьетесь ровного, устойчивого положения в жизни, и совершенно точно в карте правосудия есть смысл жизни. Человек обретает точно свою цель, знает, для чего он живет, куда он идет, что ему нужно. То есть, вот, понимаете, вы обретете свое именно место в жизни. Как говорится, не просто призвание, да, а просто вот полностью обретение смысла жизни, знаю, ради чего живу, и очень твердо, устойчиво, стабильно себя чувствую. Ваша жизнь выровняется в будущем. Но упор нужно сейчас сделать не на профессии скорее, а именно на том, чтобы побыть в одиночестве, да, и позволить себе разобраться в себе, взглянуть на все иначе, по повешенному, да, по королеве мечей побыть в одного, и потом, тем более, что у вас на пороге рыцарь кубков, да, то есть вы встретите кого-то, кто вас простимулирует дальше. Просто сейчас не стоит быть с кем-то, да, вот, ну не стоит, это вы обретете смысл жизни и потом заведете отношения себе, дальше будете решать там и по поводу профессии, может быть. Но у вас все наладится, у вас все наладится. Ну вот такой вот ответ у нас по первой позиции. Такой ответ. Идем дальше с вами. Вторая позиция, да. Вы вдруг поняли, что утратили в жизни смысл и там цель, да. Вам срочно нужно что-то делать, что? Давайте смотреть.
Значит, наше прозрачное сердечко. И первая карта — ваше текущее состояние. Это 8 пентаклей. 8 пентаклей — это рабочий человек. Как бы он ни терял там цель в жизни, смысл, он все равно продолжает работать. Ему это приходится делать, он должен постоянно что-то делать, от него требует ситуация что-то делать, да. И, возможно, вы профессионал в какой-то сфере или просто, человек, который от себя постоянно требует ответственности. И даже хоть сколько вы переживаете, там, не знаю, внутренний кризис или что-то, но вы продолжаете делать свое дело. Вот. То есть вы очень основательный, ответственный человек, судя по этой карте. Хорошо, давайте посмотрим с вами. Что поможет вам определить или найти, да, смысл в жизни? 6 кубков. 6 кубков показывает отношения, взаимодействие, общение. Может, даже с человеком из прошлого, кто появляется и вдруг напоминает вам о том, что вы мечтали раньше, что хотели. Но также сама по себе любовь, отношения, взаимодействие с человеком, с каким-то, кого вы любите или кого будете любить, вот поможет вам определить, найти смысл в жизни. Карта показывает свидания, любовные отношения, романтику, подарки, знаки внимания, хорошие отношения друг к другу с кем-то, да. То есть вы не можете здесь сами определить. Вам нужен, как говорится, человеку нужен человек, то есть вам нужен кто-то, кто любит вас. Или если у вас совсем нет любви в жизни, и вы не рассчитываете, что она появится, кто-то из прошлого, кто вспомнит, кто вы были всегда, кем вы были всегда, да. Или вы можете сами заглянуть в детство и вспомнить, кем вы хотели стать и о чем мечтали в прошлом. Хорошо. На какие жертвы вы готовы пойти, чтобы обрести смысл в жизни и идти к нему, к своим целям? 2 мечей. 2 мечей карта, показывающая, что человек пока не готов идти на жертвы. Но если все-таки это готовность именно на жертвы идти какие, да, то мириться с кем-то, с чем-то, что совершенно не устраивает, закрыть глаза на трудности или на чужой плохой характер. Вот на это вы, в принципе, готовы идти, да, закрывать глаза на чужие недостатки. Какие плюсы указывают на то, что лучше идти к смыслу жизни, к этим целям, к новым, да, вот вообще, какие плюсы помогут вам идти туда? 6 мечей. Карта показывает то, что вы как человек можете переезжать, передвигаться, перемещаться. Мол, я не дерево, у меня есть руки, ноги, я могу переходить из одного места в другое, из одних отношений в другие, с одной работы на другую и так далее. То есть вы готовы отправляться в путь, и это ваш плюс для обретения смысла в жизни. Но иногда 6 мечей может показывать не сам путь как дорога, да, а состояние перехода. Я готов что-то менять. Я все-таки готов, я могу что-то менять. Давайте посмотрим. Сможете ли вы или хотите ли пройти переподготовку, получить новую профессию, чтобы потом, поменять работу. 6 жезлов. Да, вы готовы к этому, вы хотели бы. Вы можете это сделать. Карта показывает победителя и того, кто может вести за собой. Поэтому вы скорее готовы даже стать руководителем. Или основать свой бизнес. Но для этого, да, действительно нужно проходить переподготовку. Но работу, профессию вы менять готовы и можете. Но все-таки, а можете ли вы постепенно перейти на новую работу, которая будет иметь смысл для вас, да? Но даже если там меньше платят, вот готовы ли вы к этому? 5 кубков. Совсем не готовы, вас это очень разочарует, вам будет от этого грустно, вы подумаете, что вы совершили ошибку. И скорее, если вы будете проходить переподготовку, то менять работу на менее оплачиваемую нет для вас никакого смысла. Даже если это подчеркивало бы смысл вашей жизни, новый смысл вашей жизни, но лучше тогда работать на 2 работах. Или еще как-то подбираться к тому, чтобы зарабатывать больше, да,
но чем менять на работу, на которой меньше платят. Если вы перейдете на работу, которая вам больше нравится, изменится ли ваше отношение так к жизни? Да, изменится. Десятка пентаклей. Вам нужно найти хорошую работу, хороший коллектив, действительно пройти переподготовку, но сменить профессию, но там, где больше все-таки платят, они меньше, да, даже если вы будете на 2 работах работать, суммарно вы должны зарабатывать все равно больше, но если вы поменяете работу, это очень сильно поменяет ваше отношение к жизни, и действительно вы обретете новый смысл быстрее и больше, чем, допустим, если не будете менять работу, профессию. То есть для вас, да, для вас полезно здесь работу и профессию менять. Есть ли у вас проблемы в отношениях, в личной жизни? Может, вам уже менять надо там человека, с кем вы, да, или побыть одному, или еще что-то сделать. Может, в этом смысл? Иерофант. Вот карта показывает, что вы в устойчивых каких-то можете быть отношениях, и менять ничего в личной жизни, наверное, не стоит. Но если вдруг недавно вы потеряли смысл жизни именно из-за любимого человека, который вас бросил, то, скорее всего, вы должны стремиться к новому браку. Иерофант – это брак, это отношения традиционные, стандартные. У людей должны быть общие интересы и уважение друг к другу. Скорее всего, у вас будет тогда новый брак, но вот в одного вы оставаться, наверное, не сможете, и вам это не полезно, и вам это не способствует к обретению смысла жизни. То есть либо вы остаетесь в старом браке, если у вас там вообще нет проблем с отношениями, да, либо если есть проблемы и вас уже бросили, вы обретете новый брак. И к этому нужно стремиться. Ну и в итоге давайте посмотрим с вами, мои дорогие, как все сложится, обретете ли вы смысл жизни в будущем. И вышла карта Dreamland, это у нас, как говорится, придуманный мир, да, получается, мир фантазий, мир мечты. Я думаю, что карта показывает такую еще русалочку, да, и подводный мир, и такой интересный. Да, вы, скорее всего, не просто обретете свой новый смысл жизни, а вам еще есть возможность себя очень даже реализовать, жить действительно как будто бы в волшебстве в каком-то. Самое интересное, что вот эта карта, да, она дополнительная в этой колоде, то есть в других колодах второй ее нет. И значит, что вам высшие силы дали знак, что вы попадаете куда-то в будущем, где, ну, может быть, с помощью своего творчества заработаете, или напишите книги, или как-то еще очень сильно так реализуете себя, да, что у вас еще как будто все впереди. Тот кризис, в котором вы попали, и вот вы, может быть, действительно много лет работали, и там все такое, это вам нужно было для опыта, нужно было действительно. Но это как будто бы переходный сейчас период, да, и вот после кризиса человек действительно может стать невероятно талантливым или раскрыть свои таланты. И вот вы так сделаете, и у вас, правда, идет улучшение в жизни. То есть, да, вы поменяете сферу, именно рабочую, но там, куда вы идете, вы обретаете все, вообще все. Вот, ну такой ответ для второй позиции. Ну, карта знак действительно интересная. Идем дальше. Третья позиция. Вы потеряли смысл в жизни, вы его утратили, вы не понимаете, какие у вас теперь цели, что вам делать. Давайте посмотрим первую карту, ваше текущее состояние, да. И это суд. Ну, суд, конечно, это карта, показывающая, что, да, человек жил в трудностях, и он прям, ну, буквально упал на самый низ, на самое дно. Но высшие силы уже занялись вами, чтобы вас воскресить и чтобы поднять вас с этого дна. А с вами буквально могут происходить чудесные вещи. И не факт, что вы еще осознаете, что это чудесные вещи, но высшие силы над вами работают. Они хотят явить вам чудо. И вы скоро переживете или уже переживаете чудо возрождения после действительно очень тяжелой судьбы, мои дорогие. То есть высшие силы, они с вами, как говорится, заодно, да, они над вами взяли
шефство. Но человек с тяжелой кармой, он всяко разно, конечно, ее отрабатывает. И вот в прошлом вы отрабатывали свою тяжелую карму, тяжелую судьбу, да, но вот чтобы обрести что-то хорошее, светлое в своей жизни. Давайте посмотрим, значит, что поможет вам найти смысл жизни, определить его, что поможет. Вышла карта десятка кубков. Вот либо семья, либо новый брак, либо коллектив какой-то, ну, допустим, как одна семья, да. То есть карта показывает, что на небе скоро воссияет радуга. Карта показывает, что скоро придет оптимистичная новость какая-то. Идет действительно момент возрождения. Это поможет вам вновь обрести смысл в жизни. Налаживание взаимоотношений. Вообще счастливая семья, счастливые родственники. Или счастливый, вот я говорю, хороший рабочий коллектив. На какие жертвы вы готовы пойти, чтобы реализовать себя в своем смысле жизни, достичь своих целей? Вот карта прям выпала, влюбленные, да. Ну, жертвы — это быть в отношениях, и каким бы ни был характер человека, да, которого вы любите, вы все равно можете смиряться с этим. Быть очень коммуникабельным человеком, добрым несмотря ни на что, помогать людям, соединять людей, делать такое доброе дело, чтобы мирить кого-то, да, мириться, сами идти на мировую, протягивать руки, прощать. Это тоже жертвы, да, когда человек умеет прощать, это тоже жертвы. Это определенно большие жертвы с его стороны. Хорошо, какие плюсы указывают на то, что вам нужно идти по этому смыслу жизни, который вы обретете, и вообще, какие плюсы даются вам, чтобы вы достигли той цели? Шла карта девятка пентаклей. Карта показывает улучшение материального положения. Плюс в том, что человек, когда он обретает стабильность, процветание, хорошее здоровье, он достигает любых целей и реализует себя в своем смысле жизни. И ему проще обретать смысл жизни, когда у него все благополучно. Вам даются, как сказать, ресурсы и исполнение желаний. Карты очень счастливые у вас падают. Вы действительно входите в светлую полосу жизни. Давайте посмотрим, хотите ли вы или можете ли пройти переподготовку, получить новую профессию, готовы ли к серьезным переменам в профессии. Десятка жезлов. Для вас это крайне тяжело. Поменять профессию для вас крайне тяжело. Переобучаться, обучаться. Это для вас практически невозможно. Или слишком большая нагрузка. Может, возраст дает о себе знать. Может, у вас какая-то прекрасная профессия, из которой трудно переучиться. Например, вы хирург, да? Или адвокат. Ну как из этой профессии можно еще куда-то переучиваться? Это крайне полезная профессия. Можете приносить людям пользу десятилетиями, там, да, всю жизнь. И нет смысла в такой ситуации переучиваться, например. Или вам трудно дается сама по себе переподготовка, учеба. Хорошо. Можете ли вы постепенно перейти на новую работу, которая будет иметь смысл для вас, даже если там меньше платят? То есть не обязательно переподготовка, да, а просто поменять работу на другую. Колесо. А как-то что-то само случится. Понимаете, судьба как-то вами распоряжается, вас ведет к удаче. Возможен переезд. И в связи с этим смена работы, но на идентичную профессию. Но вам крупно повезет, что вы найдете действительно хорошую работу, лучше, чем у вас была. И давайте посмотрим, значит, если вы перейдете на работу, которая вам больше понравится, изменится ли ваше отношение к жизни? Рыцарь Пентаклей. Да, в каком-то смысле улучшится отношение к жизни, вы более обретаете смысл, вас больше ценят как профессионала, но меньше вы не будете зарабатывать. Скорее, только если там какой-то краткий период, да, вы больше будете зарабатывать или так же. Вот. Но для вас это важно, видимо, может быть, нужен переезд, смена обстановки, чтобы смысл жизни изменился. Теперь по поводу ваших отношений. Может, в них дело. Может, сменить отношения или побыть в одиночестве, да, или что-то поменять в личной жизни.
Вышла карта Король Пентаклей. Вам идет человек в жизнь, с кем брак должен быть. Если вы сейчас в одиночестве вы не будете, вы будете в полноценных отношениях, особенно если вы женщина с богатым, хорошим, стабильным мужчиной. Если вы мужчина, у вас будет хорошая, крепкая семья. Но вот одиночество – это не тот момент, когда вы должны побыть в одиночестве, обрести смысл жизни. Это не для вас. Вы будете в отношениях и должны быть в отношениях. Если вы уже в отношениях, то вы можете поменять отношения на более стабильного, богатого, ресурсного человека, который заинтересован в серьезных отношениях и браке. Если у вас уже есть такой человек, вы останетесь в этих отношениях и все. То есть тут дело не в этом. Вам скорее просто нужна смена обстановки. Да? Ну и как в итоге все сложится? Сможете ли вы обрести смысл жизни и как вообще сложится ваша судьба в будущем? Паш мечей. Паш мечей показывает то, что вам предстоит много общаться, много получать новостей, много наводить справки. И действительно, вы входите в жизненную суету. Но может в этом и смысл жизни, да, чтобы общаться больше, знакомиться с людьми, суетиться, там, переезжать и так далее. То есть активность, она может быть для вас в будущем. И да, вы все поменяете, да, у вас получится все поменять. И действительно, сначала вы не будете совсем-то доверять судьбе, но лучше довериться судьбе. Так вы больше будете чувствовать себя в своей тарелке. Ну вот такой ответ для вас. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Пишите, если видео понравилось, ставьте лайки, мои дорогие. Вот смотрите, где мы сегодня были. И до новых встреч!